Доброе утро, Якутия! Доброе утро, уважаемые телезрители! На календаре 20 июня, и сегодня вместе с вами снова я, Руслан Ачиров. Пролетело уже 20 дней лета. Я надеюсь, что вы провели эти дни очень насыщенно и интересно. Ведь якутское лето у нас короткое, и надо ловить каждый день жизни. Ну а мы вместе с командой «Утро Якутии» каждый день стараемся вам рассказывать про мероприятия, которые проходят у нас в регионе, и показывать только позитивные новости. Давайте узнаем, что же мы подготовили для вас сегодня. 12 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В чем секрет успеха и как подготовить 100-бальника, мы узнаем сегодня. Далее мы подготовили несколько новостей из мира науки, где мы вам расскажем о самых последних новостях глобального изменения климата и опасности Земли для человечества. Тему экологии продолжит новость о том, что в России хотят запретить выбрасывать одежду. Когда это станет возможным и к чему это приведет, вы узнаете сегодня. Ну и так как завтра у нас в регионе отмечается общереспубликанский праздник ЭСЭХ, мы второй блок нашего эфира посвятим этому празднику. Будет несколько сюжетов на эту тему, так что оставайтесь вместе с нами. Встречайте это утро на телеканале Якутия-24. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а сейчас я предлагаю узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики сегодня зафиксирована погода от 14 до 17 градусов тепла. В заречной группе улусов 15-19, в южных 12 градусов. В Вилюйской группе улусов от 11 до 14 градусов. В Нижнеленских 13-14, в западных 9-13. В Колымо-Дигирской группе улусов от 13 до 21 градуса выше нуля. В Янских плюс 15-20, на северо-западе от 6 до 10 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла 17 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, порывы от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. И прежде чем начать наш эфир, мы вам предлагаем узнать, какие праздники сегодня отмечаются на календаре. На календаре 20 июня. Сегодня Всемирный день беженцев, день защиты слонов в зоопарках. По народному календарю Федот – страж. В народе считалось, что на Федота можно смело купаться в реках и озерах. Судили по приметам и о будущей погоде. Если гремел гром, ожидали долгого ненастья. А если он к тому же переходил с места на место, это предвещало град и холод. Этот день в истории. В 1837 году на британский престол взошла королева Виктория. В 1881 году в этот день в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. В 1945 году, 20 июня, в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. В 1950 году в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». А в 1974 году в этот день странами-членами Организации Африканского единства принято соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам. В этот день родились Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты; Леон Бона, французский живописец, коллекционер; Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер, художник; Роберт Рождественский, советский поэт, переводчик; Юрий Висбор, советский бард, киноактер, журналист, писатель и сценарист. В этот день также родились Николай Дроздов, советский российский ученый, зоолог, биогеограф, профессор, телеведущий; Владимир Коренев, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист России; Николь Кидман, австралийская, американская актриса и продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Иван, Зинаида, Калерия, Мария, Валерия и Анна. Более 6 тысяч человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена ЕГЭ. Об этом сообщили 19 июня в Рособорнадзоре.
Как добавили в ведомстве, еще 266 человек набрали 200 баллов, и один человек получил 300 баллов за свою работу. На днях была информация о том, что в Якутии 12 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Как рассказала министр образования и науки республики Ирина Любимова, это на 5 человек больше, чем в прошлом году. Тогда она отметила, что это большой совместный труд учителей, учеников и родителей, которые создают необходимые условия для обучения детей и качественной подготовки к экзаменам. И сегодня у нас в гостях Айна Михайловна Стручкова, учитель русского языка и литературы Якутского городского лицея, и ее ученица Полина Евсеенко, которая числится среди этих 100-бальников. А поговорим мы с ними на тему «В чем же секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов?». Айна Михайловна, Полина, доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, первый вопрос Полине. Во-первых, я тебя поздравляю с тем, Спасибо. что ты сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Давай раскроем секрет, что нужно сделать, чтобы твои баллы набрали 100, чтобы набрать 100 баллов. Ну, на самом деле никакого секрета нет. Самое главное — любить предмет, по которому ты готовишься, к которому ты готовишься. И, наверное, очень важно практиковаться, потому что экзамен по литературе предполагает под собой постоянное написание сочинений, постоянный анализ лирики. И практиковаться нужно не только в школе с преподавателем, но и дома. Только так можно набрать высокие баллы. Айна Михайловна, вот как подготовить ребят, чтобы они сдали ЕГЭ на 100 баллов? И, может быть, у вас есть какой-то секретный подход? Тоже секрета нет. Просто это совместная работа. Ну вот в частности Полина, она настоящая труженица и очень целеустремленная. И тем более на экзамене она собралась, была хладнокровна и решила все задания. Вот. Вообще это совместная работа, вот как наша действительно Ирина Павловна отметила, это была совместная работа по литературе. Допустим, моя кафедра лицея у нас ежегодно выпускает 100-бальников по русскому языку и литературе. Были 100-бальники у Натальи Николаевны Индеевой, у Галины Михайловны Костиной. Вот. И просто в этом году ажиотаж такой небольшой, я не знаю почему, но мы тесно сотрудничаем с филологическим факультетом, с нашей кафедрой. Вот. И Надежда Ильична Никонова, Оксана Михайловна Сальникова, они мне очень часто помогают. Ну и, конечно, наш институт, Герой ИПК, Амосова Варвара Васильевна, они всегда, в общем, очень много вебинаров, семинаров. Это постоянный труд, тренировка и постоянно держать руку на пульсе. Ну вот ЕГЭ достаточно недавно, да, можно сказать, вошло в нашу жизнь. В 2001 году. Да. Ну, как сказать, сейчас уже, скорее всего, это уже идет как по накатанной, да, то есть уже все отработано. Но вот на ваш взгляд, что все-таки лучше, ЕГЭ или обычный экзамен? Но постоянно обновляется задание по всем предметам. Через каждые 2 года редактируются какие-то задания. Сам экзамен по русскому языку, он самый лучший, мне кажется. Задания там такие глубокие. По литературе тоже написать сразу 5 разных сочинений, это тоже не каждому дано, наверное, и еще плюс там тестовые задания. Вот. Вообще очень много плюсов и минусов. Но плюсом относят то, что это доступно всем. В частности, Полина может поступить с высокими баллами в любой вуз нашей страны. Во-вторых, это, ну, конечно же, то, что говорят, что это антикоррупционное, да, то, что вузы раньше у них были все свои вступительные экзамены. Вот. Это получается независимая объективная оценка. То есть эти же контрольно-измерительные материалы писали все, например, учащиеся Дальнего Востока. Вот, в частности, в одно время. И бездушная машина-компьютер проверяет эти ответы и считывает количество баллов. То есть его нельзя обмануть. Вот. Ну а к минусам относят то, что многие родители говорят, ну, советской закалки чаще всего, обвиняют, что в школе стало натаскивание ЕГЭ. То есть это самоцель поступить, и от этого страдает качество образования. Получается, все стали только готовиться к экзаменам. Вот. Но я не знаю, надо какую-то золотую середину находить. Мне кажется, здесь мы получаем плюсов больше. И единый экзамен, ну, многие говорят метафорой, там, это социальный лифт, это и путевка в жизнь. Но все зависит от самого ученика и от его семьи.
А как вы думаете, можно ли на ЕГЭ случайно набрать высший балл? Если да, то как? Есть ли такая вероятность? Волшебства, чуда нет на экзамене, там все очень строго, это все под камерами, любые нарушения очень быстро пресекаются, вот, и нарушения тут же быстро, ну, в общем, там невозможно не списать. Ребенок остается сам собой. Невозможно списать. Да, конечно. И случайных тоже, подбор ответов тоже. Были, конечно, такие авантюристы, которые случайно, наверное, но это были такие пограничные низкие баллы. Но я даже знаю, что даже те преподаватели, которые дежурят в коридоре, например, да, у них даже забирают телефоны. То есть да. Они сидят без телефонов. Да, не имеют права читать книги, они не имеют права отвлекаться, перекусить там что-то, да. То есть это очень такая строгая, очень такая тяжелая работа. Полина, тебе вопрос. Какие были твои ощущения, когда ты узнала, что русский язык сдала на 100 баллов? Я на самом деле не поверила. Это что-то было прям волнение, непонимание, что происходит. Но потом, когда я уже успокоилась немножко, осознала ситуацию, я поняла, что все мои труды, они были не напрасны, и что я достигла того, к чему шла. А в целом у тебя будет направление вот по филологии, вот дальнейшие планы какие? Я рассматриваю, ну, в приоритете у меня 2 факультета, это филология и журналистика. Пока что я не выбрала, какой именно, и планирую поступать в Москву, но с вузом еще тоже пока что не определилась. Анна Михайловна, а вот какие ваши были ощущения как учителя, когда ваш ученик, ваша ученица сдала ЕГЭ на 100 баллов? Ну, у каждого учителя-предметника в любой городской школе, ну, всегда есть стратегия. И, конечно, я знала, я делала ставки, в частности, на Полину и на еще одну. Вот, и эти ожидания мои превзошли. Вот, я была очень рада. Во-первых, я обрадовалась за их семью, за то, что действительно труд, результат есть, и разделила радость. Ну и, собственно, мне кажется, тут единый экзамен — это даже не лотерея, это получается все-таки, когда человек удовлетворение от своей работы приходит, да, это получается такая чистая, искренняя радость. Замечательно. Полина, мы вас поздравляем еще Спасибо. раз, да, с тем, что вы набрали 100 баллов. И Анна Михайловна также. Также большой привет передавать Якутскому городскому лицею. Я являюсь выпускником, да, тогда она была коммерческая школа. Да. Вот. Ну и, конечно, всем выпускникам желаем успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы. Ну а мы немного прервемся на небольшую паузу. Сейчас передадим слово нашим коллегам из новостного блока. Ну а далее продолжим наш выпуск. Доброе утро, вы смотрите новости. В июне в республике установили дополнительно 26 новых стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря таким комплексам на региональных автодорогах республики за 5 месяцев текущего года удалось сократить число погибших людей в ДТП на 37,5%, а на федеральных на 58%, отметил начальник отдела сопровождения комплексов фото-видеофиксации Управдор Якутии Иван Лукин. Работа выполнена в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Якутске сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с населением, где рассказали о новых правилах дорожного движения пользователям СИМов. С 1 марта СИМами называют электросамокаты, сегвы, гироскутеры и другие средства передвижения. Среди основных изменений в правилах – это скорость не должна превышать 25 км в час. Ездить СИМы должны по велодорожкам. Если их нет, то по тротуарам, и только в крайнем случае можно выезжать на дорогу, но двигаться по ее правому краю. Последним правом могут воспользоваться водители старше 14 лет. Состоялся круглый стол, цель которого – раскрыть спектр мнений по вопросам развития производства кумыса в республике. Наряду с этим 24 числа состоится конкурс мастеров производства кумыса на призы главы Якутии. Победитель, который займет первое место, получит 350 тысяч рублей, второе место 250 тысяч и третье 150 тысяч рублей соответственно. Отметим, что данное мероприятие проводится не первый раз. В прошлом году в нем приняло участие 8 предприятий, а в этом году уже 15.
24-го будем проводить конкурс Кумыса на изготовление, на качество. И там у нас участников на сегодняшний день 15 таких коллективных хозяйств. Также приз будет называться на приз главы республики. И у нас на этой сумме все предусмотрено 1 миллион рублей. 1 миллион рублей это для только Кумыса. И за первое место это 350 тысяч, за второе место 250 тысяч, за третье место 150 тысяч. Городской пляж в столице республики могут открыть уже на следующей неделе. В настоящее время пробы воды, взятые в акватории 202-го микрорайона, проходят исследования в региональном управлении Роспотребнадзора. Как отмечают сотрудники пляжа, сроки открытия зачастую зависят не только от анализов, но и также и от уровня воды и ее температуры. При этом многие жители города, не дожидаясь официального открытия, уже вовсю отдыхают на берегу. С ними разъяснительную работу проводят сотрудники ГИМС и МЧС России. На данный момент пляж не оборудован для купания, не имеется ни спасательных постов, ни оградительных буйков. Спасательный инвентарь отсутствует, пробы воды, пробы песка не взяты. Но в ближайшее время это планируется открытие, идут подготовительные работы. Но вообще у нас на территории Республики Саха-Якутия проводится месячник по безопасности на водных объектах. Также каждая последняя неделя месяца проводится акция «Вода. Безопасная территория». Ну вот в рамках этой акции мы проводим совместные патрулирования. Это с сотрудниками транспортной полиции ЛУ МВД на транспорте, сотрудники ПДН. И также с административной комиссией города Якутска, с ГОЧС, на выявление несанкционированных мест для купания. В Союзе туриндустрии раскрыли рост цен на летний отдых. Так, цены на отдых внутри страны кажутся россиянам завышенными из-за того, что у многих просто не хватает на него средств. На самом деле рост цен происходит, как правило, в пределах инфляции или даже ниже. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что маржинальность в туриндустрии считается одной из самых низких среди всех отраслей. На ательеров давят налоги и другие факторы. Они постоянно вынуждены маневрировать и подстраиваться под спрос. Взрывного роста цен нет, но понятно, что они формируются в зависимости от спроса. Июль-август традиционно будет более дорогими, чем остальные месяцы. Зато с 1 октября цены упадут на 10-15%, сказал Барзыкин. На самом деле цены – это отражение экономического состояния и спроса на нашем рынке на фоне недостаточного предложения. Барзыкин заключил, что не стоит связывать рост цен на отдых с погоней предпринимателей за сверхвыгодой, поскольку в отельном бизнесе в России она и так практически невозможна. Ну а тему летнего отдыха мы продолжим и в нашей традиционной рубрике «Советы юриста». Вероника Тамтосова нам расскажет о некоторых нововведениях в туристической сфере и подскажет, на что нужно обращать свое внимание при планировании отдыха. Доброе утро, дорогие телезрители! С наступившим вас летом! Итак, хорошие новости для тех, кто любит путешествовать. Первая новость. С 1 июня у нас доступна возможность оформления загранпаспортов нового образца. Напомню, что в феврале приостановили такую возможность. Да, теперь все возобновили по данным МВД. Достаточно подать заявление через МФЦ или через государственные услуги. И, возможно, уже получить новый загранпаспорт с информацией в электронном виде. Также можно путешествовать в Грузию. С 10 мая 2023 года запрет для отечественных авиакомпаний на воздушные перевозки граждан из Российской Федерации в Грузию утратил силу. То же касается рекомендаций туроператорам и турагентам не продавать путевки, которые предполагают любые перевозки граждан в этом направлении. С 15 мая также доступен въезд граждан Грузии на территорию Российской Федерации. То есть на пребывание до 90 дней граждане могут въехать по внутренним паспортам. Так что путешествуйте с удовольствием. Есть и не очень хорошие новости. Итак, внесен проект о дополнении Кодекса административного судопроизводства о том, что будут введены штрафы для должностных лиц и юридических лиц на распространение персональных граждан Российской Федерации через
запрещенные зарубежные мессенджеры. Штрафы планируются для должностных лиц от 30 до 70 тысяч, а вот для юридических значительно больше, от 100 до 700 тысяч рублей. Так что будьте внимательны. Первоначально запрет уже действует с 1 марта для банков, для некредитных финансовых организаций, госкомпаний, обществ с долей публичного участия более 50%, но планируют этот список дополнить. Итак, в первоначальный список у нас уже вошли, естественно, WhatsApp, Telegram, Viber, Microsoft Teams. Так что будьте внимательны в отпуске, если будете пользоваться. Напоминаем небольшие правила. Стандартный набор документов. Свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени, свидетельство, получается, о опеке, свидетельство об установлении отцовства. Все эти документы нужно хранить в оригинале. Дорогие друзья, напоминаем, что ламинировать эти документы ни в коем случае нельзя. Поэтому, если берете с собой свидетельство о рождении детей, проверьте, что они не заламинированы, что их можно вынуть, получается, из файлика, да, в котором они хранятся, не повредив. Почему? Потому что если данный документ повреждается или он заламинирован, он считается недействительным, требуется замена документа, поскольку ламинированный документ, подлинность его установить не может миграционная служба, поэтому если вы собираетесь в отпуск, еще раз проверьте эти документы, которые берете с собой. Итак, хорошего вам лета, прекрасного настроения и прекрасного отдыха. Сегодня мы поговорим о республиканской военно-спортивной игре «Зорница», которая проходит в эти дни с большим размахом в Намском Улусе. Об этом нам подробнее расскажет директор Института развития профессионального образования Лилия Михайловна Иванова. Доброе утро. Доброе утро. Лилия Михайловна, расскажите нам об этой республиканской военно-спортивной игре «Зорница». Ага. Ну, военно-спортивная игра «Зорница» у нас проходит в этом году впервые. Оно было запланировано еще в 2022 году в плане Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, вместе с которым наш Институт развития профессионального образования, а также коллеги с Намского педагогического колледжа имени Винокурова организовали столь масштабное мероприятие. Но отличительной особенностью является то, что мы получили поддержку Всероссийского движения детей и молодежи регионального отделения по Якутии во главе с Оксаной Тагировной Михайловой, движение первых, и поэтому получается, что это наше совместное общее мероприятие, которое мы проводим для студентов, обучающихся организации среднего профессионального образования Якутии. А в чем заключается главная цель этого мероприятия? Ну, конечно же, прежде всего, это воспитание патриотизма среди наших молодых людей. В это особенное время для нашей страны очень важно, чтобы каждый не только физически, но и морально себя готовил для того, чтобы быть полезным стране, для того, чтобы прийти на помощь и оказать защиту своей страны. Можете рассказать нам о соревновательных этапах игры и кто вошел в состав жюри? Вообще, как происходят основные правила? Ага. Ну, в мероприятии у нас участвуют 18 профессиональных образовательных организаций республики. Самые дальние наши команды приехали из Верхневилюйского района, из Тампонского района и ближайших районов и города Якутска. Всего у нас основных этапов 4. Естественно, это смотр строевой подготовки, выпуск информационных газет патриотической направленности, огневой рубеж и главный этап – это военизированная эстафета. А судьями у нас являются независимые, можно сказать, эксперты. Мы очень рады, что наше мероприятие поддержали коллеги, ветераны Министерства внутренних дел, Совет ветеранов, а также Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и тыла. Как раз Вильгельм Иванов, председатель Совета ветеранов, присутствовал на открытии данного мероприятия. Ну и, конечно, в программе еще и культурные, развлекательные мероприятия. Каждый вечер у нас проходят разговоры о важном у костра. Каждый день мы принимаем гостей. Буквально вчера состоялось показательное выступление службы кинологов. Также каждый день у нас проходят встречи, в том числе и с участниками специальной военной операции. И мы очень рады, что открытие нашего мероприятия посетил и герой
России Александр Колесов, который лично приветствовал всех участников и пообщался в неформальной обстановке со всеми студентами. Ну, глядя вот на кадры, видно, какой масштаб, да, у мероприятия. Вообще, Зорница проводится у нас в республике впервые. Каким вы видите будущее этой игры? Ну, мероприятие проходит в очень прекрасной местности. Это спортивно-оздоровительный лагерь РЛ Намского района. И хочется поблагодарить администрацию Намского района за поддержку нас в лице главы Юрия Слепцова. Ну и в перспективе, конечно же, мы планируем расширять программу военно-спортивной игры. Вчера-сегодня мы уже на рефлексиях, брифингах вечерних обсуждали, что нам, наверное, еще нужно вводить элементы военно-тактической подготовки, военно-стратегической игры. Вот. И, конечно же, хотим, чтобы данная игра охватывала все большее количество студентов из всех, в том числе, ну, из всех колледжей и техникумов, которые действуют, работают у нас на территории Республики Саха-Якутия, потому что в основном в этом году Зорница собрала все-таки студентов из подведомственных Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Ну и, наверное, ваши пожелания участникам еще проходит Зорница, да? До какого числа будет? Сегодня как раз после обеда состоится торжественное закрытие. Сегодня мы услышим имена победителей. И важно сказать, что команда победителей получит путевку на участие в 2024 году на федеральном уровне, представлять Республику Саха-Якутия на спортивно-военизированной игре «Зорница». Спасибо вам большое. Очень интересная информация. Для меня Зорница — это что-то такое из советских времен. Я даже не застал, по-моему, да? Вот, скорее всего, как играли наши родители. Вот. Ну а сейчас Зорница с таким большим размахом проходит, напоминаю, в Намском Улусе. Но уже, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. Далее уже завтра в Якутии будет отмечаться наш национальный праздник встречи лета ЭСЭХ. Этот день объявлен выходным. Первые ЭСЭХи этого года прошли уже в ряде районов Якутии. Так, 17 июня национальный праздник состоялся в Чурапчинском улусе, в Белой горе Абыйского улуса, в Депутатском Устьянского улуса, Верхоянске, Вилюйске, Бердигистяхе, Горного улуса, Среднеколымске, Этекюле. А график празднования ЭСЭХа в других районах республики вы видите сейчас на своих экранах. В столице ЭСЭХ Туймады пройдет уже в эти выходные. В этом году девизом национального праздника, который приурочен к году педагога и наставника в России и году труда в Якутии, будет Якутск, город трудовой доблести. Ну а в последние годы каждый якутянин старается подготовиться к ЭСЭХу основательно. Шьются национальные костюмы, готовятся традиционные якутские блюда. А модницы начинают искать ткани для нарядного холодая и украшения для ЭСЭХа задолго до его начала. Какие нынче в моде фасоны и ткани для холодая, узнавала Туяра Филиппова. Для классического холодая у нас уходит в среднем 5 метров ткани. Вот, например, желтый насыщенный цвет. Он не просвечивает, ему не нужен подклад. Его можно скомбинировать, например, с сеткой фатина. Фатины можете выбрать оттенки. Опытный продавец Ольга Мартынова не только рассчитает количество необходимой материи на холодай, но и сориентирует покупателя в модных тенденциях нынешнего сезона. Сейчас очень модно делать бохо-стиль. Это, например, выбирается однотонная ткань за основу и добавляем вот на кокетку сюда и рукава, и еще байбары. Тогда очень здорово смотрится. Тоже абсолютно разные. Может быть, с якутским принтом. Но вот эта вот полоска нынче прямо тренд сезона. Продавцы и работники ателье не нарадуются. Покупателей в этом году как никогда много, ткани продаются рулонами, а заказы оформляются оптом. Да, в этом году вообще очень много заказов, потому что прямо все готовятся к ЭСЭХу, весь город, вообще вся республика. Самые расторопные модницы свои холодаи уже шили, и в эти дни лишь наводят последние штрихи к образу, подбирают аксессуары. Как давно шили, как давно готовитесь к ЭСЭХу? Уже с начала месяца.
Ну, на заказ дала, чтобы шили мне. Ага. А швею долго искали? Долго, все заняты были. Действительно, хорошую швею сейчас днем с огнем не сыщешь. Все заказы набраны до конца июня. Да и требования заказчиц, как говорят опытные мастера, стали очень взыскательные. Поэтому на работу приходится тратить изрядное количество времени. Больше всего предпочитают даже какие-то такие эксклюзивные вещи, да, где больше вышивок, где больше бисера, все расшито, все такое, ну, с такими украшениями. Но хотят выделиться своей оригинальностью и эксклюзивностью. И эта эксклюзивность, соответственно, и стоит дорого. Заказать платье Холодай в этом году обойдется от 8000 рублей. И это только за работу, без учета материала. Чем больше ручной работы, тем дороже. Мужчины рядом со своими спутницами тоже хотят выглядеть достойно. Очень много мужских камзолов стали заказывать. До этого я как-то мало делала, а в этом году очень много получается. Платье Холодай по-настоящему переживает ренессанс. Кстати, Холодай – это не исконно национальная одежда. Оно пришло из моды сибирячек и других губерний России. Изначально это были теплые платья подобного фасона и назывались холодай или холодайка. Отсюда и название. А начиная с 19 века холодаи прочно вошли в быт якутов. Его носили как дома, так и на праздники. Главное отличие – ткань. Для дома из простых, а для торжественных случаев выбирали нарядные, дорогие. Конечно, молодые люди в основном, им не хочется носить как бы музейные, да, вещи. Им хочется что-то более современное, в то же время хочется как бы быть, ну, в Исыхе все-таки принято, да, носить традиционные одежды. Поэтому вот хороший выход, одеть стилизованные холодаи, которым сейчас очень многие дизайнеры занимаются, предлагают всякие разные варианты. Сложился рынок хороший, разнообразный, состоящий из самых-самых разнообразных холодаев, там, и какого-то сценического плана, более упрощенный, более стилизованный. Так что выбор, мне кажется, огромный в этом плане. Исэх – праздник не только встречи лета, но и демонстрация всего самого лучшего, в том числе и изысканных национальных нарядов. И в этом году, судя по тому, как готовятся якутяне, будет на что посмотреть и чем восхититься. Туяра Филиппова, Артем Алексеев, Якутск. Ну а о том, какую работу проводит Национальная библиотека Якутии по сохранению и популяризации исэха как культурного наследия, смотрите в нашем следующем сюжете. Праздник Исэх, словно кульминация фильма, вобрал в себя все самое важное и эффектное. Действия и смыслы, обряды и символы – все это пришло к нам из глубины веков. А в веке нашем, после десятилетий забвения, главный праздник якутов пришлось восстанавливать по крупицам. Решающую роль в этом сыграли народная память и письменные источники. Последнее бережно хранится в главной библиотеке республики. Уникальное издание, по которому не раз и не два реконструировался исэх в разных уголках Якутии. В эти дни в честь национального праздника представлена выставка дореволюционных книг. Конечно, особый интерес вызывают материалы, собранные Яковом Линденауом. Он собрал самостоятельно большой этнографический материал, собрал материал также по религиозным верованиям якутов и дал первое научное описание национального нашего праздника Исэх. Традиция – это часть прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Если раньше передавали буквально из уст в уста, из рук в руки, то в наш век технологий цифра сохранит традицию в лучшем виде. Сохранить и передать – главные задачи Центра цифровизации языкового и культурного наследия при Национальной библиотеке Якутии. Центр открылся в конце прошлого года. Полным ходом сейчас идет работа по созданию моделей материальных и нематериальных объектов культуры. Все эти объекты, будь то круговой танец Осохай или национальная одежда, получат описание и свое место на официальном сайте библиотеки. Пользу этого ресурса для народов Якутии, в том числе для этого же исэха, переоценить, я думаю, просто невозможно. На основании этого ученые смогут разрабатывать свои, скажем так, научные работы, пользователи могут находить новую информацию. Так как это интернет, тут нету никаких границ. Если сам объект может быть утрачен, забыт, то благодаря Центру цифровизации образ и смыслы его навсегда останутся в недрах сети интернет. Аина Прибылых, Михаил Эверстов, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии.
Но мы продолжаем наш эфир, и традиционно далее у нас рубрика «Говорим правильно». Сегодня вместе с Анной Шкатуляк мы продолжим расшифровывать молодежные сленги. Доброе утро, дорогие телезрители! Молодежный сленг для родителей часто бывает темным лесом. Но не стоит отчаиваться. Вспомните себя, когда-то и ваша речь, дорогие родители, была просто неприличным уже вашим родителям. Я прекрасно помню, как некоторые мои фразы были просто кошмаром для моей мамы. Так вот, давайте с вами вспомним о том, что язык – это зеркало, в котором мы с вами отражаемся. И внимательно посмотрим на это отражение и найдем там новые слова. Например, глагол «стенить», который пришел к нам как раз из английского языка и активно употребляется в молодежной среде. В английском языке этот глагол «стенить» зафиксирован в 2015 году Оксфордским словарем. А Оксфордский словарь является самым популярным и значительным среди словарей английского языка. Так вот, глагол «стенить» образован от английского слова «stand» и означает быть поклонником, страстным поклонником чего-либо и кого-либо. Как говорят интернет-источники, чаще всего этот глагол применяется к поклонникам кей-поп направления. Кей-поп – это музыка, которая пришла к нам из Южной Кореи. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Книжная полка». И мы вместе с сотрудниками и читателями Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия начинаем с вами делиться книгами и изданиями, которые можно читать во время летних каникул и отпусков. Ведь лето – это такая пора, где лежа на диване или где-то на даче можно спокойно окунуться в мир волшебства, фантастики и истории. И как раз о таких книгах нам будут рассказывать наши книжные эксперты. Доброе утро, меня зовут Мила, и сегодня я вам расскажу о серии книг, которая отлично подойдет для чтения на летние каникулы. Это серия книг автора Марии Бершадской «Большая маленькая девочка» из 12 увлекательных историй. Жене 7 лет. Она большая или маленькая? Она младше всех, а вот рост у нее большой, почти 2 метра, как у самого высокого баскетболиста. Но это не важно, ведь Женя удивительна не поэтому, а потому, что может делать каждый день необыкновенным. Мария Бершадская рассказывает, как живется тем, кто вроде уже маленький, а вроде бы уже большой. И не важно, какой при этом рост. «Большая маленькая девочка» с чудесными иллюстрациями Саши Ивойловой стала одним из самых популярных детских книжных сериалов, которые знают даже в Чехии и Вьетнаме, а в России неизменно получают наградами. Сами книги небольшие, приятная обложка и плотные страницы. В этих книгах много радостных, грустных и смешных событий. Также в книгах задеты и важные темы добра, зла, вражды и любви. И я думаю, что эти книги помогут тем, кто, например, куда-нибудь переезжает в другое место, или тем, кто чем-то от других отличается. А девочка Женя учит нас не унывать, и смотреть на вещи не поверхностно, а более глубже. И еще эти истории будут прочитаны с увлечением и с легкостью. Они понравятся даже детям и взрослым, и все будут непременно ждать новой истории. Друзья, надеюсь, вам понравятся эти книги. Я являюсь постоянным читателем Центра детского чтения и приглашаю вас тоже присоединиться. Ведь нет ничего лучше хорошей книги. Книги – это мир чудес и приключений. Спасибо, Мила. Ну а в Плимутском университете заявили, что климатические перемены, в том числе процессы глобального потепления, угрожают серьезным ущербом для инфраструктуры десятков государств, их населению и экономике.
Из-за климатического кризиса пострадают не только люди, но и животные. Одним из особенно опасных факторов остается таяние ледниковых масс, из которого постепенно повышается уровень воды в Мировом океане. Климатологи убеждены, что глобальное потепление, включая такие его последствия, как затопление прибрежных населенных пунктов, угрожает Бразилии, Таиланду, Сингапуру, а также в группе риска Колумбия и Аргентина. Между тем, чтобы сохранить экологию в России, предлагают наложить запрет на выбрасывание одежды в мусорки. Так, российский экологический оператор выступил с инициативой о постепенном отказе от выбрасывания одежды в обычные мусорные баки. В России предложили вместо этого сдавать тканевые изделия и одежду в специальные контейнеры и фандоматы, чем гласит публикация на официальном сайте РЭО. Всего операторам было предложено 34 идеи по улучшению контроля за сферой текстильных отходов. В РЭО указали на то, что в Российской Федерации образуется порядка 2 миллионов тонн отхода текстиля, из которой утилизации подлежит только 10%. Однако имеющихся мощностей хватает на утилизацию только 2%. Оператор отмечает, что под влиянием индустрии fast fashion за последние 20 лет в год стало производиться в 2 раза больше одежды, чем раньше, а именно 62 миллиона тонн. И этот показатель к концу десятилетия может достигнуть 102 миллионов тонн. Помимо внедрения поэтапного запрета на утилизацию старой одежды в обычные мусорные баки, РЭО предлагает обязать продавцов одежды создавать точки приема невостребованного текстиля. Предполагается, что для реализации инициативы оператора предстоит внести поправки почти в 600 федеральных законов. Ученые сообщили, что Земля стала опасной для человечества. Так сообщают ученые, человеческая деятельность привела к тому, что 8 основных факторов жизни на Земле перешли безопасные границы. Речь идет о климате, доступности чистой воды, биологическом разнообразии и иных важных показателях. Ученые заявили о существовании большой опасности для планеты. Теряется доступ к чистой воде, снижается продовольственная безопасность, разрушается биологическое разнообразие. Специалисты настойчиво рекомендуют принять меры с целью недопущения развития еще более опасных последствий. Предлагается ограничение роста температуры на уровне не больше 1 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным периодом. Требуется сохранение оставшихся экологических систем и сокращение применения азотных удобрений. Утверждается также, что 1% наиболее состоятельных людей в мире производит вдвое больше углекислого газа, нежели 50% самых бедных. Ну и сейчас, дорогие друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. В эфире новости. Доброе утро. Повышение уровня воды ожидается на Лене на участке Табага, Якутск-Кангаласы. 19 июня у гидропоста Покровск отмечался максимальный уровень второй волны весеннего половодья. Вода поднялась на 1 метр. На участке Витим, Ленск, Алек-Миссаньяхтах наблюдается понижение уровня воды с интенсивностью от 30 до 60 сантиметров за сутки. Подъем воды на участке Табага, Якутск-Кангаласы ожидается с 20 по 22 июня. Формирование максимума дождевого паводка ожидается на Амге у Амги и на Вилюе на участке Нюрба-Вилюйск. Мирный принимает участников регионального инвестиционного форума «Мирной территории развития». Данный форум – уникальная площадка для обсуждения важных вопросов развития районов Западной Якутии, привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. В рамках мероприятия представители бизнес-сообществ, промышленных компаний, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления смогут обменяться опытом, познакомиться и презентовать перспективные проекты, а также найти партнеров и инвесторов. В числе первых результатов работы форума – это подписание соглашений между городом Мирный и Фондом развития инноваций республики. Западная Якутия на сегодняшний день приносит около 70% всех инвестиций, которые вкладываются в экономику нашей республики. 70% от достаточно большой цифры. По 2022 году она составляла 616 миллиардов рублей. Соответственно, более 400 миллиардов приходится на Западную Якутию. Конечно, с такими показателями, с такими темпами мы видим, безусловно, интерес, который и дает нам обратную связь, во-первых. Во-вторых,
показывает, что мы сделали не пустое дело, что форумы в Мирном привлекают внимание, и каждый раз участников все больше и больше. Известные пасечники России окажут профессиональную поддержку начинающим якутским пчеловодам. Пасечники из Удмуртии привезут в Якутию целую партию ульев с пчелами. Мед, произведенный братьями Сапаевыми, стал популярным не только на территории России, но и в Швейцарии. Пасечники окажут профессиональную поддержку начинающим якутским пчеловодам, помогут сформировать пасеки и качественно подготовить все необходимое к последующей зимовке пчел. С прошлого года специалисты работают в рамках пилотного проекта Центра по производству меда. Более 200 студентов будут в течение 3 дней соревноваться в силе, выносливости, смелости и знаниях в военно-спортивной игре «Зорница». В Намском Улусе стартовала первая республиканская военно-спортивная игра «Зорница» среди профессиональных образовательных организаций республики. В соревнованиях принимает участие 18 команд. Вся программа включает в себя несколько видов состязаний и конкурсов. Также в рамках игры запланирована встреча с участниками специальной военной операции, показательные выступления кинологов, курсы повышения квалификации по гражданско-патриотическому воспитанию. У меня сложилось мнение, что если раньше до специальной военной операции при проведении тех мероприятий мы были немного несерьезными, а сегодня показалась сила страны. Это правда. Я желаю участникам прежде всего победить себя, победить страхи, победить командно и ни в коем случае не бросать слабых. Потому что каждый выполняет в команде свою роль. И именно для этого такие игры и проводятся. На этом все. Хорошего дня. Мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является экологическое воспитание всего населения и особенно подрастающего поколения. Просвещение людей в вопросе охраны окружающей среды, школьного движения как никогда актуально для лесной отрасли республики. Сегодня лесное хозяйство нуждается в активной молодежи, не безразличной к судьбе лесов. И чтобы актуализировать эту тему, в эти дни в столице региона проходят курсы для учителей и работников образования, а также для других курирующих данный вопрос специалистами по теме «Экологическая компетентность при формировании функциональной грамотности в условиях ВГОС». И сегодня у нас в гостях Куницкая Ольга Анатольевна, доктор технических наук, профессор кафедры технологии и оборудования лесного комплекса «Агату». Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот республиканские курсы, они проводятся сейчас, да? И вот с какой целью? Какая у них цель? Ну, функционально грамотный человек – это человек, который все приобретенные в течение своей жизни знания и умения способен эффективно использовать также в течение своей жизни не только в бытовых своих нуждах, но и, конечно же, в профессиональной сфере. И курсы, которые сегодня проводятся, к которым также приурочена и конференция, где коллеги, наши педагоги, смогут поделиться своими знаниями, наработками, они приурочены к тому, чтобы дать возможность заинтересованным лицам, педагогам, учителям получить учебно-методическую помощь, ознакомиться с теми технологиями, которые на сегодняшний день используются в лесной отрасли, в лесопромышленной отрасли. Эти курсы приурочены также к тому, чтобы наши дети могли четко понимать, что рациональное использование природных ресурсов – это и есть наша жизнь. Она даст возможность, это использование даст возможность нашим будущим поколениям комфортно существовать на нашей планете. И ученые, мировые ученые в том числе, педагоги, педиатры, они дают рекомендации родителям такого плана, что чтобы родители ориентировали своих детей не только на академическое образование, да, вот не замыкали их за партой, не замыкали их только дома, и ориентируют их на то, что необходимо давать ребенку возможность взаимодействовать с природой. И рекомендации ученых
говорят о том, что наиболее эффективный образовательный процесс идет тогда, когда хотя бы один раз в неделю дети, школьники, а лучше даже начиная с детского сада, выходили на занятия в лес или в какие-то лесные, лесопарковые зоны. Для того, чтобы они, помимо того, что знакомились с природой, они креативно мыслили, они могли себя спокойно чувствовать в жизни. И вот это все мы обсудим на конференции, это все мы обсудим на курсах повышения квалификации. Ну, вообще, вот создание школьного лесничества, да, и вот эта тема, которая обсуждается сейчас на курсах, это еще надо отметить, что у нас лес в основном на вечной мерзлоте находится, да. Вот есть ли какие-то моменты, которые нужно вот уделить именно вот, что касаемо нашей республики? Да. Сегодня, конечно, недостаточное количество исследований в этой области проводится. И хотелось бы, чтобы учителя, педагоги, организаторы несли детям знания в области именно таких вот экстремальных, ведения экстремальных лесохозяйственных мероприятий, как на вечной мерзлоте. Это и уходовые мероприятия, которые на сегодняшний день в республике не проводятся. Это и изучение особых культур, которые произрастают на вечной мерзлоте. Это именно ориентация ребят на то, чтобы они получали профессиональное образование, да, профессиональные знания, которые их сориентируют в дальнейшей профессии. И вот в Арктическом государственном университете открылся, да, лесной факультет 5 лет назад. Он как раз и ориентирован на то, чтобы дать возможность продвинуть исследования в этой области, для того, чтобы дать возможность ребятам уже профессионально выбирать профессиональное дальнейшее свое образование в вузе после школы. И, конечно же, к нам в отрасль придут тогда ребята уже ориентированные, то есть они будут эффективно работать, они будут заинтересованы. Ну, вот ежегодно ВУЗ выпускает молодых специалистов, они часть уезжают в районы, да, ну и, соответственно, там у нас леса очень много. Вот, а с какими проблемами они сталкиваются? Вот как раз проблемы сориентированы на том, что мы недостаточно популяризируем лесное образование. Ребята не очень понимают, да, какие новые технологии используются в лесном хозяйстве, в лесопромышленном бизнесе. А между тем они есть, эти технологии. Это и цифровые технологии, и беспилотники. Это и технологии, которые нацелены на то, чтобы использовать то, что мы наблюдаем в природе, да, в техническом прогрессе, так называемые биомимикрии. Вот. И, конечно же, сталкиваются они с проблемами, недостаточное финансирование, то есть, может быть, не очень большие зарплаты, но тенденция к улучшению этой ситуации точно совершенно наметилась. Ну вот на конференции вот затронута тема школьных лесничеств, да? Можете нам поподробнее об этом рассказать? Ну, движение школьных лесничеств – это, конечно, не новое движение. Как мы знаем, все новое, хорошо забытое старое. Я очень рада, что движение школьных лесничеств в общероссийском масштабе, оно сейчас превалирует. Потому что ребята ориентируются уже, когда они в школе учатся, ориентируются на то, что необходимо заниматься исследованиями. Ну, наша жизнь — это знания, которые мы получаем в течение жизни. Всегда учиться надо на протяжении жизни постоянно. И, конечно же, замечательно, что в республике начались такие движения, и продолжились такие движения углубленно. И я считаю, что как раз должен быть разработан сетевой проект на базе, допустим, МАГАТУ, с привлечением учителей, педагогов, организаторов, лесничеств, чтобы все заинтересованные структуры были в одном проекте и помогали друг другу продвигать экологическое образование в области лесных технологий. Ну вот в целом сейчас, допустим, на ситуацию посмотреть, если с призмы вот советских времен, тогда было очень сильное лесничество. Потом специалисты, да, то есть это все как-то пришло в упадок. И сейчас восполняется ли вот, и вообще какие планы в дальнейшем вот, пополнить, так сказать, лесничими, да, то есть наполнить лесничими леса, если так можно сказать. Да, вот как раз лесничество школьное, они и сориентированы на то, чтобы людей сориентировать в том плане, что это не страшно.
И лес — это как раз вот наша жизнь и есть, да. И школьное лесничество должны дать возможность детям заниматься исследованиями на базе уже каких-то имеющихся наработок, то есть учителя, взаимодействуя, или организаторы, взаимодействуя с учеными не только в Агату, но в Агату ведутся действительно очень серьезные разработки, очень серьезные исследовательские работы, они несли это детям. То есть ребята уже, я говорю, что из детского садика, это действительно нужно делать с детского садика, они могли сами организовывать эти исследования, да, и, соответственно, они уже будут сориентированы, они захотят прийти в лес, потому что они понимают, что там делать. Их не бросят просто в воду, плывите как хотите. Они уже четко понимают, что такое лес, что такое экосистема, что такое экологическая безопасность, и как я могу помочь своей стране, и как я могу быть эффективным профессионалом. Действительно, Ольга Анатольевна, большое вам спасибо за очень интересную информацию. Я надеюсь, что вообще лес — это наше богатство, да, и в скором будущем у нас, соответственно, будет много специалистов, которые будут следить за лесным фондом. Ну и в целом, конечно же, новые технологии не стоят на месте, в том числе и спутниковый мониторинг, да, то есть это практически не ежедневно, наверное, но еженедельно, скорее всего, снимаются, делают снимки, особенно в пожароопасные сезоны. Вот, поэтому, дорогие друзья, ну и пользуясь случаем, наверное, да, обратимся к нашим телезрителям: берегите лес, убирайте за собой мусор и, соответственно, конечно, не разводите костры. Ну, а мы желаем вам удачи, успехов. Завтра, дорогие друзья, у нас будет праздник. С наступающим праздником, национальным праздником ЭСЭХ. Мы вас поздравляем и увидимся с вами уже в четверг. До новых встреч в эфире.